Если же взять, к примеру, прошлый год, возьмем с территории Верхоянского УСа. Там сегодня работает несколько компаний. Работы идут по золоту, как рудному, так и рассыпному, по серебру и по углеводородам, нефть и газ. Что хотелось бы здесь отметить? Компании, многие из них в принципе известные. Я надеюсь, у них многое получится, потому что результат этих работ — это, как правило, развитие территории. Мы понимаем, работу ведут Даль Золото, известная компания Прогноз Серебро, Богуславец, Синегорье, АДЧ. Рассчитываем, что они дадут хороший прирост по запасам, соответственно, прогнозным ресурсам. Если говорить о Кобяйском районе, в принципе, жители тоже уже давно работают с горнодобывающими компаниями. Известная у них организация работающая — это компания «Прогноз». Они работают на месторождении вертикально. И, кстати, в 2019 году был дан старт президентом Российской Федерации работы горного комплекса на их территории. Они благополучно сегодня развиваются. И я рассчитываю, что и текущая ситуация на рынке позволит нам показать новые рекорды. Вот в этом году мы ожидаем существенный прирост по добыче серебра. И, кстати, во время визита как раз на их месторождение я ездил и геологом. Это тоже был интересный опыт общения, взаимный, по-моему, потому что впервые министр промышленности и геологии, они говорят, оказался на участке. Так вот, помимо этого работают компании Чечимбал, Маяк, Капитал и ряд других. Также рассчитываем прирост по твердым полезным ископаемым. В тех районах ведут работу, например, и такие известные компании, как «Газпром» и «ИТЭК». Вот, например, если взять углеводороды, в прошлом году по республике прирост ресурсов составил более 230 миллионов тонн по нефти и более 600 миллиардов кубометров газа. Это очень значимое месторождение в совокупности, если взять. В южной группе у нас более 400 миллионов тонн, например, коксующегося угля было. Далее геологи. Соответственно, если геологи поймают удачу и найдут хорошее месторождение, подтвердят их перспективность к разработке или экономическую составляющую, то, конечно же, там начнутся работы и горнодобыча, обогащения. А это новые рабочие места, это налоги на поселение, это новые перспективы. Вот возьмем, к примеру, работу компании «Прогноз Серебро». Они находятся в 300 километрах от Тополина, а это значит, вопросы нужно решить: строительство линии электропередач, дороги и многое другое. Работаем комплексно, и хочу сказать, что мы с 2018 года ведем широкую такую работу с профессиональным сообществом. В 2019 году состоялось знаковое совещание у главы республики с руководителями геологических служб. Буквально на днях приезжало руководство Российской академии наук, и тоже поднимались вопросы геологии, соответственно, сформирован перечень поручений. И все это в совокупности направляет на несколько блоков. Во-первых, вести в системном работу эту системно. Мы решили и тогда договорились, что должен быть кластерный подход, что не стоит сегодня перебрасывать партии наших геолого-разведчиков с одного района в другой, а может быть доработать перспективные площади, тем самым будет упрощена и более экономически привлекательно строительство инфраструктуры. Например, то же самое. Мы не забываем, конечно же, о вкладе геологов прошлых поколений. В нашем Сахагеоинформ, республиканском фонде геологической информации, хранится более 70 тысяч единиц геологических отчетов. Это с 30-40-х годов 20 века. Вы понимаете, это действительно кладезь информации. И инвесторы, которые к нам заходят, они начинают работу именно с этого фонда. Мы оказываем необходимое содействие, понимаем, что это повышает вероятность обнаружения перспективного месторождения. Сегодня, конечно, применяются новые методы. Нельзя не отметать в сторону труд современных геологов, подрастающего поколения и тех, кто уже стал профессионалами. И они на самом деле сегодня тоже дают интересные результаты, которые порой интереснее, чем тех, которые делались в 80-х, 70-х годах. Мы ожидаем значимое развитие геологоразведки, и на сегодня уже идет по углеводородам, но в ближайшие годы, например, на территории нашей республики. Поэтому работа продолжается, и мы учитываем опыт и прошлых лет. Акценты делаются сегодня на арктических территориях. По сути, центральная Якутия уже находится в распределенном фонде недр, многие участки. И компании сегодня смотрят на Верхоянский район, на
Булунский, Оленевский районы, на шельф. У компании Роснефти там имеется несколько участков, по которым они тоже проводятся работу, есть уже определенные результаты. Мы ведем сегодня работу по своего рода подготовке интересных предложений для новых инвесторов, чтобы они заходили на нашу территорию, потому что геология, она формирует не только возможность, наверное, но и среднюю, и долгосрочную перспективу развития многих территорий. И потому что мало продолжить потом и добывать, необходимо развить инфраструктуру, необходимо подготовить кадры, необходимо обеспечивать товарами определенно, завозить товары материальной ценности. Это вопрос морских портов, речных и так далее, и так далее. Поэтому геология формирует базу развития экономики на многие годы. Возьмем нашу Западную Якутию. Развитие месторождений создало все основания, и сегодня там есть современный аэропорт Талакан. Возьмем развитие Чиндинского месторождения, проведение Силы Сибири через территорию нашей республики. Это перспективы, причем вот они реальные, мы уже начали разработку проектно-сметной документации по газификации 30 населенных пунктов. Возьмем поселок Исылсыр. Сегодня с приходом нового инвестора это качественное изменение жизни в селе. То есть начинается строиться и новые дома, решаются вопросы с социальным обеспечением, приводить в поселок в порядок, убирать металлолом, многое-многое другое. Возьмем примеры, например, компания Тасюряхнефтегазодобыча. Это строительство Малой академии наук. Это профессиональный класс Роснефти в Минском районе. И таких примеров можно приводить многие. То есть и самое главное, конечно же, это рабочие места. К слову, например, компания «Газпром Трансгаз Томск». Около 90%, по-моему, перевалили они за этот рубеж, тоже это местные кадры.